В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марферина Алексеева. Приветствую. Народная дипломатия – это совместная деятельность государственных и негосударственных организаций, направленная на расширение международных общественных связей государства. Она подразумевает активное участие гражданского общества. Наша гостья в студии Александра Борисова, общественный деятель, заместитель председателя Общественного совета постпредства Якутии Александра Васильевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вот вас знают как человека, который создает фестивали, да, и культурные мероприятия для путешествий творческих людей. Вот расскажите, пожалуйста, чем именно наполнена ваша работа? Ну, я как организатор фестивалей и культурных путешествий уже работаю, вернее, этой деятельностью я занимаюсь очень давно. Во-первых, я создала фонд развития культуры народов Сибири и Дальнего Востока «Северная радуга». Далее я организовала автономную некоммерческую организацию «Северная радуга», тоже связанную с культурой. И вот начиная с 2012 года занимаюсь именно организацией фестивалей международных, которые проводятся по разным городам. Это начиная с Якутска и заканчивая там Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород и Выборг. А также занимаюсь организацией выездов наших творческих коллективов, артистов за пределы России. Это разные зарубежные страны. А туризмом я занимаюсь с 1996 года, уже 29 лет. И я работала в международных организациях, таких как Организация Объединенных Наций, и была переводчиком еще. И поэтому вот эти вот разные виды моей деятельности, в том числе я работала, кстати, в Гостелерадио, тогда еще так называлось, да, и СССР. И все вот эти мои работы связались в конце концов в одно. И я начала заниматься именно вот культурными вопросами на международном уровне. За годы работы я вывезла наших артистов, творческие коллективы, начиная тоже, ну, сейчас вот перечислю, какие страны вспомню. Это в первую очередь Колумбия, Куба, Малайзия, Болгария, Турция, Италия, Германия, Польша, Румыния, ну и вот другие страны, Македония еще. И в то же время на моих фестивалях приезжают разные представители разных культур, разных стран. Ну, Россия, естественно, и зарубежные страны, такие как Болгария, Швейцария, Турция, Италия. Вот. И сюда еще в Якутию я привозила тоже вот представителей разных стран. Поэтому получается, что вот именно народная дипломатия и мои навыки помогают объединять людей разных культур и популяризировать Республику Саха-Якутия за пределами России. А какие встречи запомнились особенно? И, конечно же, хотелось немножко узнать о выезде, поездке в Донбасс. Да, и вот это вот как раз это ответ сразу на ваш вопрос. Вот больше всего я, конечно, вспоминаю свою поездку на Донбасс. Это был 2016 год. И по инициативе моего мужа мы решили вывести именно вот представителей Республики Саха-Якутия на Донбасс для поддержки людей, которые, конечно, в то время жили в очень тяжелой ситуации. И я связалась с землячеством донбассовцев, и через некоторое время получила приглашение: приезжайте, пожалуйста, к нам, будем очень рады. И я собрала небольшую группу артистов и поехали на Донбасс. У нас очень тепло встречали, и мы выступали и в самом Донецке, и в таких городах. Вот сейчас вот все знают, наверное, Горловку, Дебальцево, Кировск. И, кстати, в Кировске сейчас вот работает именно вот наше правительство, да, вот там как очень хорошо работает по помощи, ну, по восстановлению города. Вот. И в этих городах нас очень тепло принимали как представителей России. Вот не как вот Республика Саха, да, а именно как будто бы мы приехали представлять Россию. И особенно, когда мы участвовали на марше «Бессмертный полк»,
тогда люди прямо подходили и спрашивали, когда же нам Россия поможет, когда же нас возьмет к себе Россия. Ну, на эти вопросы, конечно, мы не могли ответить, но мы зато показывали свою культуру и вот этим самым поддержали. И я считаю, что это, ну, это было очень, конечно, большие эмоции, не только у меня, и у всех моих артистов, у всех нас. И сейчас, вот когда идет СВО, мы продолжаем помогать, сотрудничать еще вот с организациями, которые помогают Донбассу. И моими партнерами являются благотворительные фонды, которые работают с Донбассом, помогают им. И вот моя работа именно в этой сфере продолжается и в фестивалях. На моих фестивалях участвуют дети с Горловки. Это уже вошло как традиция, и мы помогаем друг другу. И вот наши якутские коллективы тоже помогают горловчанам. Поэтому получилась очень такая хорошая, крепкая дружба. А вот интересно все-таки узнать, вот тогда еще, да, в те годы, кто из артистов поехал вместе с вами? Ну, да, ну, мы же это сами организовывали. Я пригласила, вот, в первую очередь, Евдокию Павлову. Она сейчас руководитель коллектива фольклорного Күн Джано. Она поет таюк, якутский народный, да, и запевала сохая. И всегда вот наши фестивали, которые здесь проходят, Северная Радуга, они всегда открываются ее таюком приветственным. Вот я пригласила в первую очередь Евдокию Павлову, Дмитрия Артемьева, ну, которого все знают, да, народный артист Якутии, заслуженный артист Российской Федерации, и певицу Синильге, тоже известная. И вот такой вот небольшой командой мы поехали, и я сама на хамусе играю, и сама вела вот эти концерты. И, в общем, вот после каждого концерта тоже, ну, люди просто очень как бы поражались, да, что вот как так, тут у нас Якутия, ну, это вообще первый раз видели. Вот. А наши люди очень талантливые, в общем, вот несмотря на такое маленькое количество, мы просто вот захватили, наверное, ну, всю такую вот атмосферу создали, особенно, да, особенно в Донецке. Это концерт был в парке, и там участвовали не только мы, а вот известные, вот та же, это Юлия Чечерина на этом концерте участвовала, да, это был очень большой концерт. И люди приходили, все просто благодарили, вот очень тепло принимали, они действительно были очень рады, прямо вот обнимашки вот везде и всюду. Потом даже в газетах, в украинских печатали, нам показывали, что вот Донбасс пригласил якутских шаманов в поддержку. Ну, потому что вот фотографий было очень много, вот все в якутских костюмах фотографировались, да, и все это смотрелось, конечно, очень колоритно, и особенно, когда этот бессмертный полк и шел маршем. Но после этого практически не было уже бессмертного полка. В общем, это действительно, это уже история. Конечно. Да, действительно, очень яркое событие. Да. Ну что ж, давайте поговорим о народной дипломатии. С чего началась ваша деятельность как народного дипломата, и как вот вы почувствовали, что это станет делом в вашей жизни? Я шла к этому осознанно. Как я уже сказала заранее, я работала в международных организациях, да, сказала только что про программу развития ООН, да. Еще я работала в европейской делегации, занималась образовательными проектами, вот. И ездила много, посмотрела и вот поняла, что ну, как вот народная дипломатия — это не политика, да, это ни в коем случае не политика, это не протокол, да, а это просто сами люди, обычные люди, такие же, как мы с вами, да, они вот могут встречаться вот где угодно, да, разные культуры, разные миры, но они всегда находят общий язык. А в моем случае это получилось через культуру. Вот, культура объединяет, независимо от того, знаете ли вы язык или нет. И, в общем, это было осознанно. Вот вы еще лауреат международной премии «Лидер народной дипломатии». Да? Что для вас значит это признание и как оно повлияло на вашу дальнейшую деятельность? Повлияло ли? Очень сильно повлияло, потому что если я до этого работала, ну, я сама по себе работаю, сама придумываю свои фестивали, сама придумываю свои мероприятия, там никто мне не указывает, там, сделай это, сделай то.
И получилось так, вот я как раз увидела, что проходит конкурс, да, это был второй международный конкурс, который проводила Ассамблея народов Евразии в то время, сейчас она называется Ассамблея народов мира. Вот. И я решила участвовать, и поскольку я в своих мероприятиях всегда опираюсь на наше правительство, в данном случае вот постоянное представительство Республики Саха-Якутия, да, при президенте Российской Федерации, и еще в Санкт-Петербурге у меня вот очень много поддержки я получаю от Санкт-Петербургского дома национальностей, естественно, от обособленного подразделения постпредства, да, и я обратилась к ним, чтобы вот мне написали письмо поддержку, чтобы я могла участвовать на этом конкурсе. Также я работаю с департаментом, вернее, с комитетом по межнациональным отношениям Санкт-Петербурга. И все эти организации, ну и опять же донбассовцы мои, и все эти организации пошли, конечно, навстречу ко мне, и написали вот письма поддержки. И я вот с этими письмами составила, конечно, свою программу. И вот подала заявку, и было очень много народу, там разные страны. И, в общем, я вот получила второе место и стала лидером народной дипломатии. Сейчас, и после этого больше стало, вернее, разные люди стали уже обращаться, организации, и все, в общем-то, желают сотрудничать. Поэтому я считаю, что это самое большое достижение, очень ответственное. А какие основные задачи и направления работы вы считаете для себя вот самыми важными? Ну, в принципе, это опять же... В постпредстве. Да, я работаю, ну, это нельзя назвать работой, это общественная деятельность. Я являюсь уже вот третий раз, созывается общественный совет постпредства, и третий раз я попала, и вот в этом созыве я являюсь уже заместителем председателя общественного совета, и наша задача заключается в том, чтобы помогать, поддерживать, оказывать всяческую поддержку нашим якутянам, землякам и вообще всем общественникам, которые вот какую-то идею приносят, и поддерживать связь между постпредством и вот другими регионами, организациями. Вот такая вот работа. Я занимаюсь культурой, ну, это мне очень близко, и вот в последнее время как раз вот помогала, ну, в принципе, весь общественный совет помогает, да, вот ИСЭХ организовывать. Я, в частности, ездила в Калининград и вот помогала там проводить первый большой масштабный ИСЭХ в Калининграде. И буквально пару слов хочется все-таки узнать о ваших планах на будущее. Ну, опять же, это связано с моей деятельностью. Вот в ближайшее время, вот как раз как общественник, как лидер народной дипломатии, я буду участвовать в Всемирной ассамблее. Это первая Всемирная ассамблея, состоится в Москве с 19 по 21 сентября. Приедут 2000 участников, и вот стран вот более 140, вот насколько я сейчас вот знаю, да. Я там буду работать наставником для конкурсантов, лидера народной дипломатии. И также очень скоро в Калининграде состоится фестиваль «Друзья в Калининграде», куда съедутся тоже представители из 7 разных регионов России. Ну что ж, Александра Васильевна, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.